В нашем детском саду «Радостное событие» нам дали тепло. Поэтому сейчас на градуснике 21 градус. После тихого часа просыпаться теперь гораздо приятнее. В 203-м детском саду Казани сегодня включили отопление. Дети спали в пижамах, было холодно. Буквально вчера мы подали в тепловые сети заявку и сегодня дали тепло. В 99-м садике тепла еще только ждут. Более 500 ребят пока вынуждены одеваться поплотнее. В комнатах всего 16-17 градусов. В детском саду, я бы не сказала, что холодно. Терпимо. Дети уж тепло одеты, родители не жалуются. Заявку подали. Сегодня-завтра батареи потеплеют. В целом же к отопительному сезону столица готова. Это все учреждения социальной сферы и 99% многоэтажек, за исключением тех, где еще идет капремонт. В некоторые объекты тепло могут подать и досрочно. Есть готовность досрочной подачи тепла в учреждения социальной сферы. В первую очередь больницы, стационары, роддома и интернаты. По их заявкам. В системе «Открытая Казань», в администрации района, в комитете ЖКХ исполкома города Казани в период пуска тепла будут работать горячие линии. Номера телефонов будут опубликованы непосредственно перед началом пуска отопления. В Нижнекамске подачу тепла тоже начнут на этой неделе. В жилые дома на следующий. В Челнах сезон стартует с понедельника. В Елабуге уже в выходные пустили тепло в дошкольные учреждения. До этого я ходила в кофточках и в платьишках с длинным рукавом, и в штанишках. Остаются несколько объектов, где еще заканчивается капитальный ремонт и которые еще не сдали систему отопления по инспекции ОИПТС. А вот в квартирах тепло еще придется подождать. Зависит все от погоды. Сейчас за окном плюс 14 днем, а уже ночью в эти выходные синоптики прогнозируют первые заморозки. Массовый же пуск тепла зависит от среднесуточных значений. Батареи потеплеют, как только температура на улице не будет подниматься выше 8 градусов в течение 5 дней. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.